Здравствуйте! В эфире информационная программа «День за днем». В студии Диана Петрова. И сегодня мы расскажем. Гораздо сложнее убирать вот этот лед. В Сосновоборских дворах начал работать ледоскалыватель. Специальная техника для устранения серьезной наледи. Отвечает всем современным требованиям. В ЦМСЧ номер 38 новый компьютерный томограф. Чем он отличается от предыдущей модели? А это выставка для сосновоборцев, подарок. Дарение красоты. В школе искусств «Балтика» открылась картинная галерея. Большой красочный фильм, я надеюсь, что людям понравится. Но я вложил в него душу, на самом деле. Это не коммерческий проект. Премьера фильма об экспедиции сосновоборца на край света состоялась в ДК «Строитель». Двухчасовую картину выпускник 6-й школы нашего города снял, озвучил и смонтировал самостоятельно. Весь процесс создания фильма полностью сосредоточился в руках одного человека. Автор картины провел в Сосновом Бору детство и юность, затем уехал учиться и работать в Санкт-Петербург. Оттуда судьба занесла его в далекую Якутию. И вот уже 5 лет путешественник ходит в экспедиции и снимает об этом документальные фильмы. Первый большой проект Игорь Ермаков презентовал в родном городе. Фильм не только про экспедиции, но и про людей, которые живут на севере, потому что мы их там, конечно же, встречали. Про саму Якутию я старался рассказать, для тех, кто не знает вообще, что это и как это выглядит. Большой красочный фильм, я надеюсь, что людям понравится. Но я вложил в него душу, на самом деле. Это не коммерческий проект, просто с душой подошел к этой работе. Суровый край ледников и скал, место уникальной природы и климата, остров, на котором людей побывало меньше, чем в космосе. Игорь Ермаков вместе с якутскими путешественниками отправился в экспедицию на надувных катамаранах на остров Беннета, преодолев более 800 километров по морю Лаптевых, воссоздав маршрут Александра Колчака. Увидеть своими глазами красоты острова Туманов сегодня смогли и сосновоборцы. Интересно держала прям во внимании весь фильм. Очень позитивно, потому что даже весь зал посмеялся в голос, да, вот там несколько раз. Мне очень понравилось. Я хочу, когда вырасту, поехать туда, где медведи. Фильм документальный. Несмотря на это, 2 часа смотрелось на одном дыхании, как будто это художественный блокбастер. Молодец, приключения за эмоции, которые вызывали и улыбку, и смех, и слезы. Точнее, не слезы, а мокрые, наверное, глаза. Ну и за мурашки по телу. Погоня со штормом, встреча с белыми медведями, поломка мотора катамарана – все это случилось с героями документально-приключенческого фильма. Широкая публика увидеть картину сможет через несколько месяцев после показа ее в кинотеатрах Якутии. Дарья Агаркова, Илья Иванов, Марина Зоткина, СТВ. Спасибо всем, кто был сегодня в зале. Я повторюсь, для меня сегодня был очередной счастливый в жизни момент. Я такие чувства теплые, позитивные испытал. Понимаю, что я делюсь с вами вот этим всем. Я слушал, как деткам нравится. Они там что-то, медведь, там вот эти все. Прям вот здорово. Спасибо всем, кто поделился своими эмоциями для меня в этом сюжете, для наших зрителей. Вот. Сегодня счастливый у меня день, правда. Так что на этом, наверное, счастливой ноте мы и закончим. Дорогие жители-земляки якутяне, жители Якутии, ждите кино. Я везу его через недельку к вам. Скоро привезу и, надеюсь, получится меня показать. Ну, конечно, получится. Да.